На дадзены момант на месцы будаўнічай пляцоўкі жылога дома працягвае працаваць спецыялізаваны пошукавы батальён Міністэрства абароны. Яны ўжо дасталі з зямлі астанкі амаль 1000 чалавек. Грамадскасць хвалюе пытанне, ці будуць працягнуты будаўнічыя работы. На гэтую тэму ўжо ўзнікла нямала версій і чутак. Каб пазбегнуць далейшых спекуляцый, была агучана афіцыйная пазіцыя горада. Ні пра якое будаўніцтва на касцях не можа быць і гаворкі, заявіў Александр Рогачук. До тех пор, пока не будет извлечен последняя жертва из этого квартала, ни о каком продолжении строительства, конечно, не должно быть и речи. Та работа, которая сейчас ведется вдоль первой линии, это совершенно не имеет никакого отношения к этому захоронению. Мы держим вопрос на контроле, готовы к любым предложениям по увековечению памяти этих невинных жертв фашизма. Вместе с тем, в городе Бресте таких захоронений, к сожалению, еще достаточное количество. И в будущем вот эта наработанная практика, которая сейчас уже нарабатывается, она будет применена к каждому инвестиционному пятну в исторической части города или в той части города, где предполагается застройка на месте захоронения. Сейчас мы уже с учетом этой ситуации прорабатываются различные варианты увековечения памяти этих людей. На местах могил не будет ничего, кроме газонов, кроме зеленого газончика. Даже парковочных мест мы там не будем размещать. Это уже само собой разумеющийся факт. А то, что историю гетто и память о жертвах гетто надо еще больше увековечить, мы уже сейчас задумываемся. Перапахаванне ахвяраў будзе арганізавана за кошт сродкаў гарадскога бюджэту на паўночных могілках. Там будзе створаны мемарыял.